А перед тем, как начать свое повествование, мне хотелось бы вам представить спонсора данного ролика, программу TenorShare 4D Dig. Она восстанавливает удаленные файлы с жесткого диска и, к моему удивлению, имеет приятный и удобный интерфейс. Во время сканирования диска можно посмотреть, какие файлы уже успела восстановить программа, и сразу экспортировать их в любую папку. К тому же все восстановленные файлы распределены по категориям, что удобно. Кроме восстановления данных, программа также умеет восстанавливать удаленные или поврежденные разделы жесткого диска и загрузчик системы. Сейчас на программу действует 30% скидка, поэтому если вы не особо шарите в компах, то советую приобрести ее до окончания распродажи. Для пробы есть 7-дневный бесплатный период, он доступен для Windows и компьютеров Mac, а купить можно с помощью любых карт мира, даже российских. Ссылку оставил в описании, скачивай, пробуй, а я, пожалуй, начну свое видео. Думаю, что среди моих подписчиков найдутся те люди, которые уже больше 10 лет не слезают с 775-го сокета, а я напомню, что его первый дебют состоялся в год моего рождения, 2004. То есть этому сокету уже в этом году будет 19 лет. Серверные Xeon вдохнули в него жизнь и продолжают обслуживать и офисных планктонов, и обычных пользователей, которым ничего больше, чем браузеры и пару стареньких игр в компьютерной жизни не нужно. Именно поэтому я и загорелся сборкой 775-го сокета. Но тратиться на него большого желания не было. Поэтому мой ПК был собран буквально из того, что мне задарили друзья и знакомые товарищи. Как говорилось в одной пословице, с миру по нитке, бедному компьютер. Итак, сегодня видео будет полностью посвящено моему неуклюжему красавчику, прям как я, или на крайний случай как Завертин, на этом прекрасном сокете. Расскажу, как его собирал, какая у него производительность и что я с ним буду делать дальше. Все началось с того, что добрые пожилые соседи отдали мне ненужные и неисправные два компьютера. Первый в черном корпусе на 478 сокете и второй серебристый на AM2 сокете. 478 сокетом в прошлом году я пользовался частенько, и с его участием я даже снял видос про опыт использования Windows 2000. Изначально компьютер был нерабочим, в этом была виновата оперативка и видеокарта. После замены неисправных компонентов компьютер стал загружаться как ни в чем не бывало. Вот только единственная оставшаяся у меня AGP карта нехило так артефачила, поэтому мне пришлось брать другую у одноклассника. Он мне отдал GeForce MX 400, и та как раз оказалась рабочей, но довольно слабый, Halo Combat Evolved он еле тянет. Компьютер за очень короткое время встал на ноги. С другом я поставил на него лицензионную Windows XP Home Edition, даже активировал ее по телефону, поигрались, поностальгировали, да и разошлись по домам. А я еще долгое время проходил на ней Макса Пейна и дампил CD-диски. Я еще потом обновил видеокарту на GeForce FX 5600, спасибо Эшу из Томска. А вот история того серебристого компьютера начинается с лета 22 года. Пишет мне Владос: «Привет, тебе случайно не нужны 6 процессоров под 775 сокет?» Отказаться от такого предложения я просто не мог. Через пару дней приезжает коробка от HTC Desire C. Внутри были те самые обещанные 6 процессоров и HTC-шный мобильник. Телефон полный труп, у него умер NAND. Починить его без замены флеш-чипа можно только если раздобыть донора на Авито или других местных барахолках. Я подобный нашел осенью, успешно приобрел за 200 рублей, восстановил, и телефон с тех пор служит мне верой и правдой. Примерно в то же время, как мне приехали процессоры, я пишу своему давнему товарищу Андрею Винапдейту: «А у тебя есть ненужные материнские платы на 775-м сокете?» У него подобная плата оказалась в наличии, и он мне ее успешно отправил, вместе с другими не такими важными плюхами. Материнская плата была рабочей, и ее получилось запустить буквально с полпинка. Процессор и кулер был уже на месте, а у самой платы была крайне слабая встроенная графика.
Вот только лишнего блока питания у меня не оказалось. Пришлось его брать за 300 рублей у того же самого одноклассника. И, конечно же, все заработало. И компьютер провалялся без видеокарты до самой осени. А пока ее не было, комп использовался для различного старого софта, который на десятке работал через одно место или при запуске сразу рисовал мне хрен на мониторе. Например, свои Nokia N8 и N85 я прошивал через Phoenix, а он нормально работает только на семерке или ниже. Та же программа Nokia Suit стабильно крашила весь компьютер на 11 винде, а на семерке с ней все нормально. Поэтому, как только приехала материнка, я тут же поставил самый лучший процессор из того, что у меня было – Core 2 Duo E7500. А вот от материнской платы на AM2 Plus сокете я избавился, отдав рандомному подписчику, поэтому ее дальнейшая судьба мне, увы, неизвестна. Наступает октябрь, и Данил Infinite мне внезапно пишет, что он арендовал единственную копию Animal Crossing для Switch'а именно в моем городе, Воскресенске. И уже завтра приезжает мне со своими ненужными железяками. Среди них была как раз таки видеокарта Radeon HD 4650. Кто не помнит, Данил у меня участвовал в обзоре на Sonic Forces, ссылка в подсказке. За картриджем с Animal Crossing он приехал сразу же в центр города, минуя мой дом. И так как я приехал на железнодорожную платформу с матерью, потому что, мол, раздача мобильных телефонов была, вдруг чего не так будет, соответственно, в магазине нам пришлось находиться втроем. И когда моя мама увидела коробку с Animal Crossing, ее реакция была бесценна. Это вот эту детскую игрушку ты хотел? Какую детскую? Это Она вот с виду выглядит так, на самом деле там работорговля. Вернемся к видеокарте. Она была рабочей, но с отвалившимися контактами кулера. К счастью, в том самом серебристом компьютере была мертвая R7 280. Притом с тем самым кулером, который мне и нужен был. Вкрутил, воткнул, и видеокарта исправно работала, пока я не увидел на экране артефакты и после этого случайно чуть не построил кирпичный завод. Оказывается, на плате видюхи были поменены местами контакты для кулера, и мне пришлось их переворачивать так, чтобы просто полярность была верной. И только после этого уже все действительно заработало. В итоге я получил довольно неплохую конфигурацию на начало десятых. Процессор Intel Core 2 Duo E7500, 3 ГБ DDR2 памяти, видеокарту, ранее озвученную, и винчестер на 350 гигов. И на удивление у меня была похожая сборка, которую я использовал с 14 по 19 год. Только материнская плата была намного круче. Она могла крутить и Xeon, и квады, в отличие от моей нынешней P5GC-MX, которая вообще не дружит с четырехъядерными процессорами и не имеет слота для памяти DDR3. Старый компьютер у меня где-то до сих пор валяется в сарае. Там была материнская плата Asus P5KC, пару плашек оперативки и Xeon E5450 с Алиэкспресса. Если добыть для нее новую материнскую плату, а я просто 100% уверен, что она там уже 100 раз промокла и прогнила, то мою текущую конфигурацию можно ускорить почти что в 2 раза. Конечно же, на такую систему можно и нужно ставить либо XP, либо семерку. Обе давно устаревшие системы, но они исправно обслуживают пролетариат и по сей день. Я выбрал семерку, ибо с поддержкой программ у нее на момент начала 2023 года все намного лучше, чем у XP. В первую очередь я удивился с производительностью в браузере, а конкретно Firefox. Он тянет Full HD видео, и на обычных, даже тяжелых страницах он показывает неплохие результаты. И офисные приблуды он ожидаемо тянет на ура. Но что по играм, сейчас мы к ним и перейдем. Для теста я решил выбрать несколько игр. Half-Life 2, Burnout Paradise, Stalker Тень Чернобыля, Max Payne 3, Call of Duty Modern Warfare и, конечно же, Minecraft. Начну, пожалуй, со Сталкера. В 720p на средних настройках игра выдает огромное количество кадров в секунду, что в помещениях, что на улице. И никаких проблем я с ним не встречал за 2-3 часа его неторопливого прохождения. К моему удивлению, эта игра меня затянула.
Пытался я ее как-то пройти в 2018 году, ничего не понял и снес, ибо это адвенчура, а тогда я максимум в Соника играл. Но в этом периоде времени, уже в более осознанном возрасте, она меня зацепила все-таки. Еще интереснее было играть в нее на украинской локализации. Спасибі, брате. Навіть не знаю, як тобі віддячити. Но с каждых странных русскому уху слов я не ржал как конь, в отличие от других людей. Half-Life 2 идет без тормозов даже в Full HD, стабильные 60 кадров. Нечего говорить и про Silent Hill 2, там есть только разрешение экрана подобным 4:3, и стоит лог на 30 FPS. Да и зачем он на компьютере, если я в нее же играю на PS2? А вот Max Payne 3 на этом железе уже не захотел со мной дружить. Он играбелен только в 800/600, и счетчик кадров очень редко достигает 30. Боль, печаль, тоска. Call of Duty 4 Modern Warfare на рекомендованных настройках тоже показывает не лучшие результаты. В начале, когда десантная группа высаживается на корабль под дождем, да и в общем-то в сложных сценах, компьютер показывает 15-30 кадров. Во всех остальных случаях больше 40. Даже если снизить настройки до минимальных, FPS далеко не поднимется. И кроме того, наблюдается также и неприятное ощущение отдельного FPS у мыши, будто оно намного ниже, чем у самой игры. Хотя, если дойти до момента, когда Алясад, Часть аудиозаписи вырезана из-за спойлеров. то геймплей вполне неплох и никакого дискомфорта не чувствуется, можете сами это видеть. Майнкрафт. Официально устанавливать не стал, решил сразу скачать Optifine. И при загрузке мира видно, что компу бы не помешал бы SSD, и FPS при загрузке чанков падал до плинтуса. Однако, когда все прогрузилось, игра становилась стабильной и выдавала не только 40-60 FPS, но и ошибку OpenGL под номером 1282 в чат. Очень полезная информация, спасибо. И напоследок Burnout Paradise. В 720p показывало только 60 FPS, а в 1080 30-40. Тут и сказать нечего. Что я буду делать с компьютером дальше? Вопрос хороший. Сейчас он у меня используется как игровая машина из нулевых и банальный прожигатель болванок. Если вы еще не заметили, то сзади меня находится стенд с CD-дисками. Там хранятся и игры, и программы, тоже прямиком из нулевых, и музыка, и наши семейные фотографии. И я еще иногда в Сталкер поигрываю. Если что-то пойдет не так с моим основным компьютером на ряженке, то скорее всего 775 станет моим вторым компьютером на экстренные случаи. Или если у родственника или у близкого друга что-то случится, то я, наверное, этот компьютер ему и отдам. Какие плюсы и минусы? Среди плюсов собран бесплатно, тянет интернет и игры, а минусы — ему нужен SSD и мамка... Мам, я сейчас не про тебя говорю. Не поддерживает четырехъядерные процессоры. В остальном компьютер хорош, и за его цену у меня нет к нему претензий. За возможность собрать такую коммунистическую сборку спасибо большое Андрею Винапдейту, Владосу из Южно-Сахалинска, Данилу Инфиниту, Эшу из Томска и, конечно же, тем самым соседям, которым мне этот компьютер и отдали. А какой вы собирали самый бюджетный ПК? Или как собрали свой основной ПК? Или как его покупали? Будет интересно послушать ваши истории в комментариях или в виде отдельного видео. Просто расскажите о нем на своем канале и прикрепите вот этот вот хэштег. А ролика я обязательно жду от Данила Мыслевца и Флопцева. Что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте как раз таки свои истории в комментариях. Кроме того, вы можете подписаться на меня и на ютубе, и в телеграме, и платно на бусти, там есть эксклюзивный контент. И конечно же, вы можете материально поддержать канал, реквизиты в описании. Там есть и российские карты МИР, и украинский Монобанк. Всего доброго!